Лока, код опасности, допы и орги, метка, коды, брифинг и слив. Все эти термины и обозначения объединены в одно. Одна идея, единая команда, одна ночь, одна игра. Около 10 лет, несколько сотен городов, десятки стран и миллионы игроков не спят ночью. Сборник самых затягивающих игр от интеллектуальных до спортивных, ночной дозор, адреналин и вынос мозга. Сегодня ночью дозорщики выходят на темные улицы Якутска. Фильм «Начало» со своим запутанным сюжетом и немыслимыми способностями героев определил сегодняшнюю игру. Тема задана, и спокойной ночи друг другу игроки не желают. Впереди повышенный уровень адреналина и куча головоломок, драйв и позитив. 20:00 брифинг. Сейчас, как мы видим, проходит брифинг. На сегодняшнюю игру заявилось 8 команд. Все с разными названиями, от черепашек до, даже забыла, до гвоздиков. Очень смешные названия, команды очень сплоченные, я посмотрела. Сейчас вот организатор дает задание, которое он озвучивает, принцип игры и тематика сегодняшней игры. Это фильм «Начало». Метка такой синего цвета, волчок, как у Коба был, круг, палочка. Ну, где-то есть МД буквы. Волчок и МД, ну, Mayday. Вот, дополнительные какие-то там смайлики и так далее я не делал. В одном месте только, что локация здоровая, есть просто краской. Один раз пшикнул. Синяя? Да, синий. Краска везде синяя. Коды написаны черным маркером. Все черным. Все, кстати, запасаются кофе, энергетиками, все настроены по-боевому. Я тоже постараюсь как-то вписаться в игру и тоже попытаюсь найти этот код. У меня даже есть фонарик. Это мой атрибут, обязательный атрибут дозорщика, который в рабочем состоянии. Каждая команда своеобразна. В динамичной игре, которая не только отвлекает от будней, много познавательного. Расскажите, а откуда такое название команды у вас? Остап Бендер. Мы просто думали насчет названия команды и решили называться Остап Бендер, потому что это любимая книга. У Остапа Бендера в книге у него все получалось, как бы, да, и у нас тоже вот иногда фартит. Удачи вам в сегодняшней игре. Настрой-то какой, боевой? Да, боевой. Эрудиция, применение тактики и стратегии – все объединено в одной игре, где в зашифрованных местах игрокам предстоит находить коды. Вот в фильме «Начало» есть там главные герои, второстепенные, ну, герои. Мы, в общем, сделали задание по то, чем занимались герои в фильме. То есть, если, допустим, Юсуф там был химиком, то мы сделали там задание по химии, ну, грубо говоря, что-то вот такое, да, старались сделать. Если там Сайта был японцем, ну, по национальности японец, мы сделали там с японским языком задание и так далее. Вот, старались сделать так, не знаю, надеюсь, всем понравится. 21:00. Игра началась. Первое задание сброшено. Игрокам необходимо ответить на вопрос орга и тем самым разгадать в зашифрованном задании улицу 50 лет Советской армии и найти здание с номером 53/4. Команда Остап. 1 минута. За 1 минуту. На первой минуте уже отгадали улицу. Номер пока еще не скинули, да? Угу. Ждем. На втором этапе, кроме определения места локации, игрокам предстоит пройти дополнительное агентское задание. В этих конвертах у нас будет агентское задание. Сидеть агент, раздавать эти конверты подбежавшим в халатах. Написано, что надо сделать. Вот здесь они пишут, обратно ложат. Не каждый день увидишь толпу людей в белых халатах, в масках и в бахилах, которые бегают по площади Орджоникидзе. В ночной дозор играют люди разного поколения с разным статусом и родом деятельности. Студенты, журналисты, спасатели, врачи. Все, кому интересен родной город, его история, его неизвестные уголки и темные переулки. Все, кому хочется проверить свою эрудицию и логическое мышление. Это дозор. Поначалу просто пригласили. Не знал, что это такое. А потом просто затягивает то, что начинаешь гадать, догадываться, это потом становится интересно, уже начинаешь вливаться в это, а потом как-то уже становится обыденным, как будто бы это уже нужно делать. Ну и, наверное, общение, да, живое. Ну, конечно, живое общение, компания, адреналин.
ночной дозор. И треснул мир напополам, дымит разлом. По темным улицам летит ночной дозор. Следующая метка. Заброшенный паром на 202-м в кромешной тьме загорается огнями фонарей дозорщиков. В радиусе нескольких метров вторая метка, но чтобы найти ее, игрокам необходимо карабкаться. Нашли? Нет. Вы из какой команды? Я в Тарвашке опять. Вверх тормашкой. А там на корабле нашли код? Да, вроде. На корабле Задания легкие? Не, вообще не легкие. Радиус локаций в пределах города. Метки и коды этой ночью расставлены в разброс в самых неожиданных местах. От заброшенных строений до сгоревших зданий, неизведанных бункеров и даже пещер. Сегодня нам предстоит найти 8 локаций и кодов. Последняя метка – Хатынюрях. И снова первыми с ощутимым отрывом на последнюю точку приходят Остапы. Есть метка? Есть метка! Как ты его оттуда нашла? Что? Финальный код. 5-4, Л9. Все, погнали. Я издалека, как всегда, своими зоркими линзами прозрела. Нет, у меня, как у Богдана, было сегодня настроение, типа, я должна найти код, а не слить его, как в тот раз. Типа, вот он, всем слила. Сейчас, ну... Это, короче, в вашей команде меня не хватало. Но не хочешь в нашу команду вступить? Я вот как раз думала. На постоянную основу. Все, да? Ура! Ребята, вот этот код. Вот такие вот коды надо находить, отправлять организатору, и тогда игра заканчивается. Сейчас мы находимся на последней точке, где проходит игра, и вот именно здесь она завершается. Сейчас я так подозреваю, что уже стоп-игра, поскольку уже 3 команды на моем счету здесь уже было, и они вроде как нашли эту метку. Пойдемте посмотрим. Каждую субботу более 10 машин выезжают в ночь не просто надышаться свежим воздухом и насладиться видом города или просто потусить. Они выходят на дозор. Главная цель – выиграть самую завораживающую и полную адреналина игру – кубок и звание лучшего. Поздравляем! Спокойная ночь в уютной кроватке под теплым одеялом – это не про них. На первый взгляд суматошная беготня со стороны – это слаженный механизм одной команды, единый дух, единая стратегия. Для всех, кто хоть раз играл в дозор, он остается навсегда. Бывших дозорщиков не бывает. Игра, которая объединяет, развивает и затягивает – это отдельная жизнь. Это командный дух и крепкая дружба. Вера Харитонова, Владимир Борисов и Николай Необутов. Исья.